На такой доброй ноте начинается региональный этап 7-го Всероссийского роботехнического фестиваля RoboFest-2023. Девиз сегодняшнего мероприятия «Только вперед». И каждый год приходят, участвуют, болеют, играют, плачут, улыбаются, радуются. И я очень надеюсь, что сегодня тот самый день, очередной раз у нас стал. Сразу после открытия ребята проходят на свои места. Маленьким гениям всего-то от 9 до 14 лет. Участвуют по возрастным категориям. Перед началом работы юным программистам объясняют правила конкурса, с которыми многие уже из участников знакомы. Пора приступать к действию. У нас и получается, мы сейчас начали разбирать робота и уже скоро будем его собирать. Мы работаем в команде, потому что так легче будет собирать роботов и программировать. Мы сегодня сделаем все, чтобы получить первое место, и я желаю всем удачи. Свои технические изобретения и умение их программировать на региональном этапе Всероссийского роботехнического фестиваля демонстрируют порядка 100 человек. К примеру, Магомед Габралиев в робофесте участие принимает не впервые. Мальчик уверен, погрешности быть не должно, поэтому программировать роботов приходится как минимум 10 раз. Сейчас я собираю робота, который должен проехать по черной линии и выполнять задания. У перекрестков будут разные кубики. И судья будет говорить роботу разные задания сделать. Нужно задать такую команду, чтобы робот выполнил это задание. Когда он выполнит, судья скажет ему налево, право, либо прямо поехать. Нужно будет задать такую команду, чтобы он дальше поехал. Пока одни только задают алгоритм действий для своих изобретений, другие уже проверяют сделанное. И как только очередной робот стартует по траектории, все замирают в ожидании, дойдет ли он до конца или сойдет с этой трассы. Поэтому вопросов у маленьких изобретателей возникает немало. Хочу спросить, вот если у нас вот это вот выходит за черный квадрат, нас не заставят на соревнованиях это убрать? Нет, пока что он у тебя за черную линию не выходит. Давай вот так его немножечко двинем и все. Точно? А так вот тут... лучше, конечно, лучше подкорректировать ее немножко, хорошо? А не заставят? Не заставит. Каждая команда должна выполнить по 3 заезда, между которыми предусмотрен перерыв в 20 минут, позволяющий доработать неисправности своих роботов. Можно убраться? Хамзат Махлоев занимается робототехникой уже 2 года. Самым сложным считает программирование, ведь в многочисленных настройках можно легко запутаться. Все зависит от конструкции робота и ее программы, а это результат целиком и полностью командной работы. Через компьютер и кабель мы вкачиваем туда программу, как через флешку, только через кабель. И через компьютер мы задаем ему программу. Движение по линии, по меткам, что должен делать. Например, на синем он должен развернуться назад, на красном он должен повернуть налево или право, желтый или издать звук какой-то, или ждать 1 секунду. Как вы думаете, ваш робот сработает? Да, если мы все неполадки у него исправим, сработает. Мы пока работаем над этим, мы заметили, что если поднять немного вот этот датчик, он работает немного лучше. Вот сейчас мы хотим провести один тест. Средние школы, гимназии, лицеи, кванториум, а также Центр творчества детей и юношества Малгобекского муниципального района. Участники собрались со всей Ингушетии. Это самые настоящие состязания, где нет права на ошибку. Кстати, планы у ребят на свои изобретения большие, правда, у каждого разные. Я сегодня делаю робота-сортировщика. Я хочу сделать высокого робота с этим как-то маленькими колесами. Ну, он бы, например, перевозил бы разные грузы и захватывал, наверное, преступников вот так вот просто. И помогал преступникам, чтобы оружие перенести через ящики. То есть он плохой робот? Да. В будущем я хочу изобрести робота, который будет помогать по дому. А вот это тебе поможет по дому помогать? Нет.
В шорт-треке главное быть быстрее всех и при этом не сбиваться с трассы. Через подобные занятия использованием высоких технологий у ребят повышает интерес к изучению математики, информатики, а также развивается логическое мышление, навыки проектирования в работе и в команде. Подходили к подготовке очень серьезно, готовили ребят. У нас программировали отдельные ребята, конструировали отдельно. И конструированием, и программированием ребята, конечно, мне нравятся. Программированием мы занимаемся уже второй год на базе нашей школы. Функционирует у нас школа тоже 2 года, и ребята мне очень нравятся. Назрановская гимназия – региональный представитель фестиваля. С каждым годом участники показывают все лучшие результаты. Но нельзя забывать, несмотря на веселую атмосферу, это соревнование, где обязательно будут победители и проигравшие. Поэтому судьям предстоит быть особенно внимательными. Прописаны правила по тому, какая программа должна быть загружена в модуль, на каких языках они могут программировать. Есть ограничения в количестве используемых датчиков, моторов и так далее. И если, к примеру, взять какое-то задание, допустим, робот-сортировщик, здесь дается задание такое, что робот должен за определенное время рассортировать цилиндры, развести их по цветам, то есть черные цилиндры в черную зону, белые цилиндры в белую зону. И с этим заданием робот должен автономно справиться в течение 2 минут. И по факту того, как робот развез эти цилиндры, правильную зону или неправильную зону, уложился во время или не уложился, ему насчитываются баллы. По результатам конкурса лучшие из участников представят республику на Всероссийском фестивале робототехники в Москве. Хава Гагиева, Адам Далаков, Новости 24.